Her bir hujabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит молодой современный композитор, член Союза композиторов России Эльмир Низамов. Приветствуйте, Эльмир. Приветствую, Руслан. Так как я действительно являюсь членом Союза композиторов России, а в прошлом году наш Союз Татарстана отметил 75-летний юбилей. У нас буквально месяц назад были большие торжества. Выпустили вот такую книгу. Позвольте. Здесь о всех наших композиторах, ныне пишущих, живущих, в том числе и обо мне. Эксклюзивная книга? Да, эксклюзивный, у него очень маленький тираж. И я надеюсь, что вы сможете познакомиться с творчеством наших композиторов Татарстана еще ближе. Бекзир Ахмед. Эльмир Низамов. Композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России и Республики Татарстан. Родился 24 декабря 1986 года в Ульяновске. Окончил Ульяновское музыкальное училище по классу фортепиано. Затем композиторский факультет Казанской государственной консерватории имени Жиганова в классе профессора Анатолия Борисовича Лупова. Неоднократно стажировался на семинарах президента Ассоциации современной музыки Якимовского в Москве. В 2012 году прошел стажировку в Шонберг-центре в Вене. Возглавляет татарстанское отделение молодежного отделения Союза композиторов России. Обширное творчество композитора включает в себя произведения самых разных жанров. Это сочинения для симфонического и камерного оркестра, хоровая, вокальная музыка, фортепианные и камерно-инструментальные произведения, музыка к спектаклям. Особую популярность обрели его музыкально-сценические произведения – это рок-опера «Алтын Казан» и опера «Кара Пулат», премьера которой состоялась в январе этого года. Самый главный подарок, ты знаешь, для меня, который может сделать гость, это вкусно меня накормить. Чем будешь кормить сегодня меня и что мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить два очень простых, но вкусных блюда. Первое – это куриные рулеты, а второе – на десерт слойки с мармеладом. Ну, как хорошо живут композиторы. И первый, и второй у них есть еще и десерт. Итак, мы начинаем готовить первое блюдо, которое называется… Куриные рулеты. Таук катламасы. Рассказывай, с чего начинаем. Да, мы обжарим сначала немножко лук, потом туда добавим фарш, добавим сливки, специи и сделаем из этого очень вкусную начинку. Эльмир, сразу по твоей интонации, вот как ты сейчас говорил про продукты, видно, что ты не первый день на кухне, да? Не первый, не второй. Я очень люблю готовить. С детства я всегда устраивал кавардак на кухне. Я даже, честно говоря, композиторскую деятельность очень близко соотношу с кулинарией. Да, потому что… Вот я часто говорю, вкусный аккорд, сладкая гармония или сладкая мелодия. Мне кажется, это очень близкие понятия. Я вообще считаю, что человек, который хорошо готовит, это очень хороший человек. То есть композитор-гурман – это вдвойне лучше? Вообще. Это меня. Какие блюда ты готовишь? Давай, похвались нам. Я очень люблю всяческого рода пасты, вот этой пиццы, вот это итальянское. Все для меня очень близко, родное. И, естественно, как мужчина, я очень люблю мясо. Мясо в частском виде. Тем более настоящий татарский мужчина. Я очень люблю плов. Ну вот, ты же у нас родился в Ульяновске. Ульяновские татары какие блюда готовят? Расскажи нам. Ульяновские татары готовят, в принципе, то же самое, что и татарстанские, казанские. Выпечка всяческого рода. То есть ничем не отличается кухня ульяновских татар? Так особо нет. Это, естественно, там пироги, пирожки, сладкие, несладкие, с мясом, с капустой. Кырт. У меня мама прекрасно делает кырт, наш традиционный. Я его очень люблю. Это основа губадии? Это основа губадии, такой вообще очень интересный десерт, такое лакомство, да. А в основном все то же самое, Так, лучок готов. Да. Сейчас сковородочку мы включаем.
Я думаю, на подсолнечном масле стандартно его будем обжаривать. Немножечко надо обязательно. Так, прошу. Так, сейчас. Так. Лук, я думаю, до золотистой корочки мы по стандартному прожарим. Обязательно. Так, Да. ну, обжарку лука я возьму на себя. Все, полностью доверяю. Остается у нас картошечка. Картошечка. Что мы делаем с ней? Мы берем терочку и картошечку натираем. Так. Эльмир, твою любовь к кулинарии мы сегодня оценили. Теперь скажи нам про любовь к музыке. Откуда она в тебе? Моя мама всегда была очень музыкальным человеком. Она мечтала стать музыкантом тоже в детстве. Но, к сожалению, судьба сложилась так, что она музыкантом не стала. Но мне кажется, что вот это вот желание и любовь к музыке передалось от нее ко мне. И в какой-то момент, я был ребенком, учился в школе, я понял, что я не просто люблю музыку, а я хочу учиться ей. Хочу научиться играть на фортепиано, хочу понимать, как она сделана. И в 11 лет, умоляя родителей, они меня отвели в музыкальную школу. Все думали, что это... Слушай, обычно же родители отправляют детей, а ты, наоборот, сам. Я устроил истерику дома, что я хочу учиться музыке. В середине года, февраль месяц, меня не хотели брать, сказали, приходи в сентябре, конечно, как вы тут середина учебного года. Ну, мама говорит, он говорит, нам покой не даст. Пожалуйста, умоляю вас, возьмите. Любые деньги заберите. Да, все думали, это на пару месяцев. Он говорит, он занимается и бросит. Я очень вообще в это дело быстро втянулся. И через полгода, когда уже поняв основы, ноты, вот это все, я начал писать музыку. И, собственно говоря, с 12 лет я вот пишу музыку. И с этого все началось. И с этого все, да, началось. Так. Так, лук почти уже дошел, да, до кондиции? Да не почти, уже лук золотистого цвета, как и положено. И сейчас, Руслан, нужно добавить фарш. Куриный фарш. Куриный фарш, да. Пока мы в него не добавляем никаких специй, просто фарш. Да, он немножко должен, они должны немножко подружиться. Подружиться. Да. Ну а теперь расскажи, как ты подружился с Казанью? Вот почему именно выбрал этот город после окончания училища в Ульяновске? Да, я закончил училище в Ульяновске, и, естественно, стал вопрос, где учиться дальше. Там ведь Самара рядом, в Москву можно было поехать? Ну да, да. И, честно говоря, у меня был выбор между Москвой и Казанью. Я съездил и туда, и сюда, да, и смотрел, себя показал. Но, честно говоря, Казань мне сразу понравилась. Больше всего меня изумило, что я иду по улицам, я вижу вывески на своем родном языке. Вот об этом побольше. Дома мы разговариваем на татарском языке. И для меня это было настолько удивительно, что в автобусе говорят на моем родном языке. Это я сразу почувствовал себя как дома. Вот, поэтому, не знаю, мне Казань сразу понравилась. А сложно было поступить? Честно говоря, нет. Я очень волновался. Я думал, что будет гораздо сложнее. Поступил, мне кажется, нормально, как все. Вот. И учился у моего любимого профессора Анатолия Борисовича Лупова. Вот, большой ему привет. Ну, самая большая работа, которая была сделана в консерватории, это мюзикл «Алтын Казан». Это моя дипломная работа. Я писал ее на 4-м курсе. На 5-м курсе оперная студия Казанской консерватории ее поставила. И в прошлом году, в 2014 году, жители Казани могли ее видеть, лицезреть в День Республики, 30 августа, около вот этой чаши, когда ее начали строить в прошлом году. Я ехал мимо и все время думал, ведь ее строят для меня. Вот, дорогие друзья, понятно, для кого я мог только мечтать вообще. Новый ЗАГС. Да, нет, но сочинение было написано задолго до этого здания. И, собственно говоря, благодаря всей команде и нашему мэру, нашему президенту получилось это осуществить, эту идею. Вот. Мечты сбываются, Эльмир, самое главное. Сбываются. И действительно этот проект, он осуществился. И «Алтын Казан» это для меня... Покорил нашего зрителя. Такой прорывной, да. Спасибо, спасибо. Здесь только остается поаплодировать. Молодец. Так, все, картошка уже все. Нарезалась, готово, дорубилась. Руслан, мясо тоже уже практически готово, и пора добавлять специи. Специи. Какие специи мы используем сегодня? Мы сегодня используем паприку и базилик. И соль, перец. Соль, перец, классика жанра обязательно. И немного сливок, чтобы начинка была сочнее. Так, хорошо. Как ты делаешь основу для нашего рулета, вот конкретно с картофелем? Да, картофель я натер на терке. Сейчас самый такой волшебный момент. Так. На сковородочку. Сейчас сковородочку мы прибавим. Нужно добавить капельку масла. Так, давай помогу тебе. Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть, все. Достаточно? Достаточно. И теперь вот эту картошечку. Так. Сейчас, слишком много не надо. То есть мы делаем картофельный блин, по-прямому, если говорить? Да. Так. Сейчас я должен вот так ее распределить.
потоньше, конечно, надо, чтобы он был нежнее. Я надеюсь, что у нас все получится. Это самый ответственный момент приготовления этого блюда. Вот. Я очень волнуюсь, честно говоря, но надеюсь, что все получится. Картошку вот так вот мы разложили, распределили блином. Это полсантиметра слой получается. Ну да, где-то так. В общем, такой большой чипс нам нужно сделать, собственно говоря. Вот. Большой татарский чипсы делаем. Да, чипсы. Надо, чтобы она схватилась, и тогда потом я ее переверну. А я добавляю пока специй. Пока можно И положить. мне кажется, специй мало не бывает. Специй мало не бывает, надо, чтобы было все вкусно. Контролируй. Больше, меньше говори. Достаточно. Так, давай, соль лучше добавляй сам. Соль, да. Если пересолишь, будешь виноват сам. Ну, вроде пока не влюбился, но посмотрим. А, не влюбился? То есть сердце Эльмира свободно. Это для казанских и ульяновских девушек говорю. Так, Так, соль достаточно, я думаю. перец. Перец, да. И теперь для сочности и мягкости мы Сливки. добавляем сливки. Где-то полстакана пока можно добавить. Полстаканчика, Да. Так. И теперь это все замешиваем. Слушай, настолько это все хорошо получилось. Сейчас надо взять кусочек хлеба и прямо сейчас все съесть начинку, и все. Ну, я думаю, что мы успеем это сделать. Так, блин у нас уже, по-моему, практически готов. Наш картофельный блин. Руслан, в курицу надо немножко добавить муки. Так, в нашу начинку. Да, в нашу начинку. Сколько, ложечку? Да, все Достаточно, достаточно. Так, Чтобы она была помягче. Так. сейчас мы дожарим начинку, в которую мы добавили немножко муки. Пожарим блинчик до конца. Да. И после небольшой паузы будем собирать наш татарский рулет с курицей. Дорогие друзья, мы продолжаем готовить куриный рулет по эксклюзивному рецепту Эльмира Низамова, популярного современного композитора. Итак, здесь у нас начинка для нашего рулета. Да, здесь Здесь 2 картофельных блина. Да, вот что у нас получилось. Они так вот обжарились. Почему фольга, спрашивает зритель? Потому что, когда блин горячий, мы должны его завернуть горячим. Как удобно формировать рулет. И держать его горячим тяжело без фольги. Так, ты заметил, что я себе тоже приготовил блинчик. Да. Сейчас мастер-класс от Эльмира. Так, что теперь- делаем? Так, начиночка, пожалуйста. Теперь мы берем начиночку ложечкой. Так. Наполовину блина мы должны вот так вот это Аккуратненько. всё. Аккуратненько. Не очень много, но не очень мало. Чтобы достаточно, чтобы было все очень... Чтобы остальное потом пожарить на утро с картошкой. Да. На самом деле начинка настолько вкусная, что можно ее и так улопать, я считаю. Эльмир, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с успешной премьерой оперы «Карапулат», которая прошла в театре имени Карима Тинчурина. Спасибо большое, Руслан. Вся Казань до сих пор говорит о ней. Спасибо. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Честно говоря, я не ожидал, что так все пройдет. Естественно, мы готовились, мы старались, рассчитывали на лучшее. Но что А, еще могло быть еще лучше даже? Нет, я думаю, что мы даже сами себя удивили. Действительно, премьера прошла очень успешно. Все 3 дня был полный зал. А в последний день даже я сам стоя смотрел. Мне не было места сесть элементарно. Но я этому очень рад. Это счастье для любого композитора, артиста, когда его музыку так воспринимают и слушают. Нам остается только еще раз поаплодировать. Молодец. Спасибо огромное, да. Теперь к нашему рулету возвращаемся. Да, вот мы начинку наполовину блина вот так положили, Ага. разложили. И теперь самый такой вот чудесный момент формирования этого нашего рулета. Я сначала посмотрю за Да, твоими Руслан, движениями. вот это вот так вот мы заворачиваем, так, чтобы это все завернулось. Вот оно, собственно говоря, завернулось. Можно немножко его так Примять. примять, чтобы они крепче. Слушай, я сейчас жались. смотрю на наши движения, да и у нас получается роллы, я знаю, так делать, японские. Да, по сути, такие вот наши роллы получаются. А это у нас не ролл, это татарский рулет. Да. Таук, блядь. Руслан, вот теперь, когда мы сделали вот такие вот колбаски, я могу сказать, да, нам нужен нож и красивая тарелка. Все. Да. Тарелка у нас очень красивая, сразу с зеленью. Что берем? Так, Да, пожалуйста. Замечательно, замечательно, очень красиво. И теперь, Руслан, это нужно разделить на 4 ровных кусочка. Так, Вот так вот. Смело режем, не боимся. так. Не, ну точно роллы. Вкусные татарские роллы. Да. Так. Так, чтобы это все отделилось. И теперь вот так берем и это все дело раскладываем. Вот так красиво раскладываем. Так. Ай, слушай, я смотрю на эту красоту и предлагаю, не дожидаясь окончания программы, прямо сейчас их попробовать. Так, да. Согласен? Ты Да. не против? Я не против, но перед этим мы должны это еще довести до самого конца.
берем сметану. О, ну это уже надолго, это уже И чуть-чуть, вот капельку. капельку, как бы делаем им такие крышечки сметанные. Дальше украшаем это петрушечкой. Так. Каждую. Слушай, давай пофантазируем, Эльмир, и нашему блюду дадим название одной из твоих опер. Вот на что это больше похоже у нас? Ну, если как бы по названию моих опер, Ага. Алтын-казанчики. Алтын- Казанчики. Алтын-казанчики, согласен. Название есть, блюдо готово, остается взять вилку. Да, сказать сейчас финал. бисмилляхи-рахман. Итак, Да. Очень волнительный момент. Что же из этого получилось? премьера, кулинарная премьера Эльмира. Да. Какой тебе больше нравится? Я все-таки доверяю себе, возьму Свой? ролл, приготовленный своими руками. Ну тогда я возьму тоже свой. Ну как? Музыка зазвучала внутри? Я уже чувствую аншлаг. Да. Дорогие телезрители, буквально через пару минут мы продолжим готовить второе блюдо. Ведь нам скорее надо все это съесть. Конечно. Пока у нас есть секунда. Картофельно-куриные рулеты «Алтын-казанчики». Сырой картофель натерли на крупной терке, выложили на сковороду в виде тонкой лепешки и обжарили с обеих сторон. Для начинки обжарили мелко нашинкованный репчатый лук, затем добавили куриный фарш и тушили практически до готовности. Далее добавили молотую паприку, сушеный базилик, приправили солью и перцем, залили сливками и томили еще несколько минут. На картофельные лепешки выложили приготовленную начинку и свернули в виде рулетов. Каждый рулет разрезали на 4 части, полили сметаной и украсили зеленью петрушки. Эльмир, я до сих пор под впечатлением первого нашего блюда. Рулет с курицей. Да. Удался, еще раз напоминаю, на 100%. Ну и сейчас быстренько мы приготовим десерт. Рассказывай. Десерт очень простой. Берем слоеное тесто, бездрожжевое, и берем обычный мармелад. Так. Мармелад мы немножко нарежем, чтобы он был не такой большой. Вот можно так сделать пополам. Так. Да. Сейчас быстренько Это будет сделаем. начиночка. Это будет начиночка. Эльмир, есть у меня еще один вопрос. Вот оба твоих нашумевших произведения были созданы совместно с Ренатом Харисом. Да. Как сложился ваш тандем? Расскажи, пожалуйста. С Ренатом Харисом я познакомился ровно 5 лет назад. Это, кстати, был день моего рождения. Очень такой какой-то знаковый для меня день. Как я думал, и так, собственно говоря, и оказалось. Произошло, да? Да, произошло. Я хотел заканчивать консерваторию музыкально-сценическим произведением, оперой или что-то в этом роде. И в итоге я познакомился с ним. Меня познакомил с ним мой профессор Анатолий Борисович Лупов, у которого я учился. И пообщавшись, услышав мою музыку, Ренат Махсумович понял, что со мной нужно вместе работать. Ему все очень понравилось. И специально для меня он написал либретто мюзикла «Алтын-казан». Это первая наша большая работа с ним вместе. Просто нам сейчас нужно взять тесто. Так. Один кусочек мне. Один кусочек мне. Теперь берем и Так. режем это на ровные 16 кусочков. То есть Так. 4 вот так и 4 вот так. Так. Так, вот так вот. Раз. Да, вот так. Два. Ну вот, и Ренат Харис, вообще это знаковая фигура в моем творчестве, потому что с ним созданы не только 2 спектакля «Алтын-казан» и «Карапулат», а в прошлом году, мы все знаем, у нас проходил большой конкурс «Тюрк Вижн», «Тюрквидение», и нашу республику представлял Айдар Сулейманов с песней «Атлар Шаба», которую мы также написали вместе с Ренатом Харисом, моя музыка, его слова. Вот. И поэтому мы с ним работаем в разных жанрах, не только в жанрах оперы, но вот и у нас много песен с ним, многие из которых вот уже поются артистами разными. Поэтому я очень его люблю, я, честно говоря, к нему отношусь даже не как просто соавтору, а как к своему другу, даже дедушке. Вот. Я часто был у них в гостях, это очень такая любимая Ты моя сейчас можешь семья. передать пламенный привет. Я передаю большой привет, Ренат, а вы, Ляпа, вот теперь я готовлю здесь, да, потому что обычно они меня почуют всякими вкусностями. А совсем скоро он придет готовить к вам. Обязательно, да. Так. Да. Теперь, когда мы нарезали, мы можем вот их немножко вот так вот растянуть. Берем мармеладку. Рецепт простой на самом деле. Очень простой, можно сказать, такой студенческий. Вот. Но должно получиться очень вкусно. Слоеное тесто Так. здесь сейчас продается. Вот так вот зажимаем с
со всех углов. Мы формируем такой вот маленький пирожочек. Эльмир, так, а где мы будем готовить наши слоечки? В духовке? Да, я думаю, что нужно взять сразу же противень и туда надо все выкладывать. Так, мы, Немножко. наверное, его смажем маслом Маслом. немножко. Так, ну давай сейчас я еще один. У тебя очень красиво получается. Спасибо. Эльмир, я знаю, что ты пишешь музыку не только для опер, но и для драматических спектаклей. Расскажи, пожалуйста, вот об этом. Да, у меня уже достаточно много работ сделано в этом жанре. И вот в прошлом году была большая премьера, я писал музыку к спектаклю «Любовь людей», которая была поставлена на сцене Тюза, нашего Тюза. И режиссером выступил Туфан Мимудинов. Я был очень рад с ним познакомиться. Он меня пригласил как композитора. Это первая совместная работа? Это первая работа с ним вместе. Было очень интересно, было непросто. Потому что Туфан на одной из репетиций сказал мне, говорит: Эльмир, мне нужна такая музыка, что как будто бы она есть, но в то же время как будто ее нет. Чтобы вот музыка как бы создавала атмосферу, но не перетягивала одеяло на себя. Это на самом деле очень трудная задача. Я долго искал ее решение, но все-таки я Нашел? Нашел, мне кажется, и спектакль состоялся. Я сам этот спектакль очень люблю. Есть ли желание продолжать работать вот в этой сфере? Да, В я этом направлении? Я вообще очень люблю и театр, и кино, и поэтому вот, работать с режиссерами, особенно с интересными режиссерами, это всегда большое счастье и опыт, такое развитие творческое. Значит, впереди новые премьеры. Да. Мы пожелаем тебе удачи. Так, Вот мы долепили наши такие... противень готов, смазанный сливочным маслом. Да, и начинаем выкладывать. Давай справа мои, Слева мои. посередине. Наши. Посередине татарстанские. Но я и выбираю татарстанские. Поддержим отечественного И, производителя. кстати, у нас и название блюда тоже татарское. Я предлагаю, вернее, его назвать балла дурт-пышмак. Не против? Замечательно. Отлично. И готовится наш дурт-пышмак в духовке при температуре 220 градусов, 30-40 минут. или 2 раза по 22. Да. Итак, Все. совсем скоро попробуем настоящий татарский дурт-пышмак. Балла дурт-пышмак. Готовое слоеное тесто разрезали на небольшие квадраты. В центр каждого квадрата положили по кусочку мармелада. Края теста приподняли с 4 сторон и защипали таким образом, чтобы получился квадратный пирожок. Приготовленный дурт-пышмак выложили на противень и отправили в духовку на 20-25 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших сегодняшних блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, выкладывайте фотографии и делитесь своими кулинарными секретами. Эльмир, Да. не прошло и 30 минут, как готов наш десерт, татарский вариант его балла дурт-пышмак. Класс. Попробуем, что из этого получилось. Кстати, горяченький. Очень волнительный момент. Но смотрится красиво, и мне кажется, вот любого гостя можно как бы удивить этим Конечно, десертом. самое главное, что быстро и очень легко. Итак, Да. Вкусно, да? Действительно балла. мармелад превратился в такое желе. Да. Очень вкусное. Кстати, очень оригинальный кулинарный ход. Молодец, Эльмир. Браво. Спасибо. А пока наши зрители думают, как же мы все это вдвоем съедим, от нашего партнера у меня для тебя есть подарок. Кукмарский завод металлопосуды представляет новую посуду линии «Палитра». Это оригинальное цветовое решение, первоклассное антипригарное покрытие, толстостенный корпус и съемная ручка для оптимального хранения. Так и хочется скорее взять в руки эту посуду и приготовить что-нибудь вкусное. Эльмир, ну а сейчас самое время подытожить сегодняшнюю программу. Я еще раз благодарен тебе за эти 2 замечательных рецепта. Мы сегодня готовили куриный рулет и дурт-пышмак, балла дурт-пышмак. Да, спасибо огромное, Руслан, за приглашение. Я был рад приготовить сегодня эти блюда вместе с тобой. Для всех Было зрителей, да. вкусно и очень весело. Популярный татарский композитор Эльмир Низамов готовил сегодня для вас. Ну а помогал ему Руслан Шарафудинов. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Биг Зарахмет. Угощайся скорее. Да. Не пропустите в следующей программе. Листаем страницы кулинарных книг вместе с директором Национальной библиотеки Республики Татарстан Сюембикой Зиганшиной. Секреты татарской кухни. Теперь в воскресенье в полдень, повтор во вторник в 13 часов.